Правде сказать, я на это смотрю очень пессимистично. Прервалась связь поколений, и бурятский как родной язык, он сохранился только в глухих деревнях. Сделать так, чтобы городские дети, городские молодежь заговорили на родном языке, это, я считаю, утопия, это нереальная задача. Изучать его как иностранный выход был бы, функции свои, как государственного языка или языка научного общения, языка чего-то он не выполняет. Национальная ограниченность – причина вымирания, медленного вымирания бурятского языка. Он сохранился просто как элемент культуры, он там может быть нужен на каких-то культурных мероприятиях, как знак того, что здесь живет национальное меньшинство буряты, что у них есть язык бурятский. Не более чем декоративный элемент. Соответственно, как сохранить культуру? Это замкнутый круг, культура, язык. Есть точка зрения, что буряты исключили язык из маркеров этнической принадлежности, что бурят может считаться бурятом без знания родного языка. Это компромисс, какое-то компромиссное решение, потому что нужно же как-то выживать бедному бурятскому народу. Языком он пожертвовал для выживания в период советской власти, когда большинство ассимилировало бурятский народ, бурятскую культуру, бурятский язык, по сути уничтожив его и то, и другое, и третье. Если над этим задумываться серьезно, то все очень печально. Хорошо будем считать, что мы на генетическом уровне хотя бы будем сохраняться. И что есть большинство, монгольский народ, в принципе, который несет будущее, нашу культуру общемонгольскую. У нас бурятской культурой как таковой, культурой одного из монгольских племен, по большому счету покончено.